Актуальной тенденцией мировой экономики является активное вовлечение талантливой и творческой молодежи в инновационную и предпринимательскую деятельность. Инновационный потенциал новых поколений сегодня включается в число наиболее значимых ресурсов социально-экономического и культурного развития. Как показывает мировой опыт, вузы инженерно-технологического профиля, обладая соответствующим научно-техническим, образовательным и кадровым потенциалом, являются наиболее эффективными учреждениями по генерации, реализации продвижения и поддержке молодежных инновационных идей и проектов. В этом году форум посвящен реализации в союзном государстве программы по формированию и развитию в России и Беларуси университетов новой формации «Университет 3.0», что предполагает создание внутри университетов интегрированной образовательной, научной и предпринимательской среды, направленной на создание и коммерциализацию научных разработок мирового уровня, а также на выполнение задач по повышению качества и эффективности практико-ориентированной подготовки специалистов. Предыдущие форумы, проведенные в Минске на базе Белорусского национального технического университета, стали крупнейшими мероприятиями в области науки, образования и инновационной деятельности на территории Евразийского экономического союза, что позволило создать эффективную платформу взаимодействия вузов инженерно-технологического профиля союзного государства. Были разработаны пакеты предложений и проектов в актуальных сферах сотрудничества, в том числе для реализации в рамках программ союзного государства. В мероприятиях форума ежегодно принимает участие более 200 ученых и специалистов вузов инженерно-технологического профиля. В этом году для участия в 7-м форуме прибыли делегации Нижегородского государственного Южного федерального университета, Московского государственного университета пищевых производств, Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, Рязанского государственного технического университета, Юго-Западного государственного университета, делегация Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, Воронежского государственного технического университета, Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова, Казахского национального аграрного университета, Люблинского технического университета, Агдерской высшей народной школы, Норвегия, Государственного университета в Новой Пазаре, Сербия, Ассоциации содействия развитию внешнеэкономической деятельности. В работе форума также принимают участие делегации учреждений высшего образования Беларуси. Витебского государственного технологического университета, Воинского государственного технического университета имени Сухого, Белорусского государственного университета, Белорусского государственного аграрно-технического университета, Белорусского государственного университета информатики и радио
Белорусского государственного технологического университета, Белорусско-российского университета, Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, Полесского государственного университета, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, делегация Белорусского государственного медицинского университета, Минского государственного лингвистического университета, Витебского государственного ордена дружбы народов медицинского университета, Белорусского государственного университета физической культуры, Белорусского государственного экономического университета, Брестского государственного технического университета, Могилевского государственного университета имени Кулешова. В работе форума принимали участие холдинговые компании «Амфадор», «БелАЗ», МТЗ, МАЗ, а также делегации Национальной библиотеки Беларуси, Государственного предприятия Институт энергетики Национальной академии наук Беларуси, компания «Белорусский институт системного анализа», компания «Трек-Рос» и ДВ «Инженеры», открытого акционерного общества «Асур Техно». Информационные проекты, что позволит сформировать кадровый потенциал молодых инноваторов союзного государства, способных быстро адаптироваться к новым направлениям развития науки и техники, получить задел для дальнейшей подготовки успешных управленцев инновационными проектами, обрести важные контакты для будущего роста и развития бизнеса. Разрешите представить президиум пленарного заседания форума проектов программ союзного государства 7-го форума вузов инженерно-технологического профиля. Кубрин Алексей. а также представители министерств и ведомств, ректоры ведущих вузов Республики Беларусь и России. Приглашается ректор Белорусского национального технического университета Сергей Васильевич Харитончик. Уважаемый высокий президиум, уважаемые участники форума проектов программ союзного государства, 7-го форума вузов инженерно-технологического профиля. Прежде всего, от имени многотысячного коллектива ученых, преподавателей и обучающихся Белорусского национального технического университета искренне приветствую организаторов, участников и гостей масштабного международного мероприятия. Сегодня под эгидой Постоянного комитета союзного государства и при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в 7-й раз проводится это знаковое мероприятие, имеющее принципиальное значение для развития научно-технического потенциала образовательных систем союзного государства. Целью проведения 7-го форума является продолжение создания межвузовской образовательной, научно-технологической и инновационной инфраструктуры в союзном государстве, призванная обеспечить формирование конкурентоспособной модели экономики, базирующейся на знаниях, инновациях и высоких технологиях. Нет сомнения в том, что необходимость проведения этого мероприятия диктуется современным состоянием научно-технического прогресса, вызванного многими факторами, в том числе глобализацией и цифровизацией, которые предопределили создание наноиндустрии как важнейшего стратегического ресурса развития различных отраслей экономики, быстрое изменение в научно-технической, информационной и социокультурной сферах жизни человечества.
В настоящее время образование, наука и технологии все более перестают играть обслуживающую роль, а сливаются с производством, давая начало все увеличивающемуся инновационному сектору экономики. Выполняя связующие функции между НИОКР и производством, инновации постоянно усиливают и изменяют через новые продукты, услуги и технологии, порождая все новые наукоемкие отрасли, которые служат мотором дальнейшего развития экономики. На сей раз основными проблемами дискуссий и совместных принципиальных решений на форуме выступают развитие модели «Университет 3.0» и поддержка творческой деятельности обучающихся и молодежного инновационного предпринимательства. В этой связи уместно сообщить, что буквально на прошлой неделе, а именно 17 октября, правительством Республики Беларусь утверждена стратегия развития малого и среднего предпринимательства под названием «Беларусь – страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года. Стратегия принята для повышения экономической свободы предпринимательства и увеличения его вклада в социально-экономическое развитие страны, формирование конкурентной среды и обеспечение равных условий хозяйствования для субъектов различных форм собственности. Цель стратегии – формирование динамично развивающегося сектора малого и среднего предпринимательства, способного существенно улучшить структуру белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост доходов населения. С учетом этого обстоятельства становится очевидным, что вузовскую науку надо активнее вовлекать в рыночные отношения путем создания высокотехнологичного инновационного продукта и соответствующей инфраструктуры. Время диктует принятие новых подходов в организации научной деятельности, ориентированной на коммерциализацию. В этом смысле построенная ныне структура БНТУ находится в тренде развития «Университет 3.0». Функционирует более 35 научно-исследовательских лабораторий и центров. Созданный стартап-центр, бизнес-инкубатор, лаборатория быстрого прототипирования FabLab. Успешно работает научно-технологический парк БНТУ. За последние 3 года технопарком нашего университета создано 8 новых инновационных предприятий, которые выпускают уникальную высокотехнологичную продукцию, создают новые рабочие места. В рамках государственной программы инновационного развития Республики Беларусь, государственных программ научных исследований, государственных научно-технических программ и отдельных инновационных проектов в технопарке БНТУ реализуется до 25 проектов, заданий и мероприятий. В настоящее время в технопарке в качестве резидентов состоят 20 предприятий, многие из которых выпускают уникальную инновационную продукцию и имеют уникальные технологии. Например, дочерним предприятием промышленные экологические системы более 100 созданных абсорбционных биохимических установок эксплуатируются на российских заводах, в том числе КАМАЗ, Автодизель, ГАЗ, Череповецкий фанерно-мебельный комбинат, завод и другие. С удовлетворением можно отметить, что отдельные инновационные изделия медицинского назначения технопарка сертифицированы не только внутри нашей страны и СНГ, но и за рубежом, в частности в Канаде. Университет уделяет серьезное внимание подготовке кадров для развиваемой в республике ядерной энергетики, в чем оказывается ощутимая помощь со стороны вузов союзного государства. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность руководству и коллективу Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева, Ижевского государственного технического университета имени Калашникова, Московского энергетического института, Томского политехнического института, Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и других российских вузов. БНТУ, являясь одним из 14 участников электронной региональной сети из 7 зарубежных стран, это образование и подготовка специалистов в области ядерных исследований под названием StarNet, вместе с Белорусским государственным университетом, Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники принял участие в онлайн-лекции с университетами Москвы, Томской и Одессы. Причем основной лектор находился в Вене, специалист с почти 40-летним стажем в атомной энергетике. Благодаря проведению форумов вузов инженерно-технологического профиля установлены прочные деловые контакты между учеными, преподавателями и, что отрадно, между учащейся молодежью вузов союзного государства. Прежде всего это касается совместных программ в сфере нанотехнологий и программного обеспечения. Важным условием укрепления дружбы и партнерства между молодежью вузов Беларуси и России является ее патриотическое воспитание. Традиционный ежегодный международный легкоатлетический пробег Минск-Ижевск-Минск, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, в текущем году был продлен до Бреста, где состоялась экскурсия в Брестскую крепость-герой. Мероприятие имело очень хороший воспитательный эффект, в особенности в столь нестабильное время, когда ценности прошлых лет сменяются иными духовными ориентирами. Сегодня так важно собрать и сохранить каждое воспоминание о том грозном периоде.
Правильно было сказано: забыл прошлое, потерял будущее. Представляется, чтобы данный легкоатлетический пробег учащейся молодежи вузов инженерно-технологического профиля по местам боевой славы прошлых поколений Беларуси и России вошел в качестве одного из проектов, одной из программ союзного государства, соответствующей материально-технической поддержки. Это имело бы сильный резонансный отклик среди общественности двух стран. Я думаю, мы об этом сегодня будем говорить. В программе форума предусмотрено проведение комплекса мероприятий, направленных на широкомасштабную интеграцию образовательного, научного и социально-культурного потенциала вузов инженерно-технологического профиля наших стран. Это и менторские сессии по проблемам практикоориентированной подготовки кадров, коммерциализации знаний, новых образовательных стандартов при реализации модели «Университет 3.0», предпринимательской экосистемы, бизнес-бой, лучший молодежный инновационный проект союзного государства, семинары по вопросам совершенствования организации научной и инновационной деятельности, современным технологиям машина- и приборостроения. Несомненно, нынешний форум даст возможность выработать механизмы взаимодействия по формированию на базе университетов предпринимательской экосистемы, разработать новые подходы по повышению эффективности деятельности вузов инженерно-технологического профиля в рамках модели «Университет 3.0». Наша общая цель, задача научно-технологических вузов союзного государства не просто соответствовать мировому уровню, а добиться его опережения. Для этого есть все потенциальные возможности у нас. Полагаем, что проведение данного форума позволит образовательным учреждениям и научным организациям союзного государства конструктивно обсудить проблемы развития сотрудничества с целью глубокой и успешной интеграции в глобальную экономику, расширить и улучшить качество подготовки инженерно-технических кадров, в том числе высшей научной квалификации, по востребованным специальностям, объединить усилия по совершенствованию научного потенциала, прежде всего в сфере новых технологий и инноваций. Желаю участникам и гостям форума успешной и плодотворной работы, конструктивного диалога и партнерства, реализации новых творческих идей, объединения совместных усилий ради благополучия братских народов Беларуси и России и всех прибывших стран. Спасибо за внимание. Уважаемые участники форума, объявляю форум проектов программ союзного государства, 7-й форум вузов инженерно-технологического профиля открытым.
приветственного слова приглашается заместитель государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси Алексей Александрович Кубрин. Дорогие друзья, сегодня мы в 7-й раз проводим форум вузов инженерно-технологического профиля Беларуси и России. С 2012 года этот значимый для обоих государств Беларуси и России форум стал ежегодно проводиться в Минске на базе БНТУ. Основной вклад и приоритетами настоящего форума является гармонизация правового поля для обеспечения стабильного взаимодействия молодежи Беларуси и России в образовательной, научной, производственных сферах деятельности, поддержка продуктивных инициатив и участие талантливой молодежи в решении задач развития экономических и социальных сфер, углубление интеграции образовательных систем Беларуси и России, развитие партнерских отношений с образовательными научными организациями, в том числе других государств, всему тому, что вписывается в понятие университета 3.0. Уверен, что плодотворная, насыщенная работа участников форума придаст новую дополнительную динамику в процессы понимания, формирования и создания в союзном государстве современных высокотехнологичных критериев формации типа университет 3.0. От имени Постоянного комитета союзного государства, от себя лично желаю участникам форума вузов инженерно-технологического профиля успешной и плодотворной работы. Государственный секретарь союзного государства Рапота Григорий Алексеевич. Теперь разрешите коротенько, минут на 7, вернуться в историю нашего с вами форума. Мне посчастливилось то, что в свое время руководство БНТУ и проректор МАТИ, инициатор этого форума Маденов Вадим Александрович, приняли меня в состав инициативной группы, которая формировала первый форум, который здесь проводился. Хотелось бы отметить, что на тот момент, когда мы этот форум создавали, мы даже не ожидали того, какого эффекта мы достигнем через 5, 6, уже 7 лет. Необходимо отметить то, что вы отлично знаете, что, как правило, форумы такого масштаба, они имеют тенденцию к определенной динамике роста и динамике снижения интересов. Как правило, крупные международные мероприятия такого типа, они растут 3-4 года, потом спадает определенный интерес, потом опять нарастает. Форум наш имеет уникальную пока на сегодня тенденцию. 7-й год, и он каждый год идет по нарастающей. Сегодня вот только перечисляли количество структур, которые принимают участие в работе, которые прислали официальные делегации на нашу с вами работу, не говоря уже о тех структурах, которые прибыли вне официальных делегаций. Это порядка 30 вузов России, больше 25 вузов Беларуси, 6 вузов зарубежных стран, огромное количество предприятий промышленности, и каждый раз количество желающих принимать участие в этом процессе увеличивается. Очень бы хотелось обратить внимание студентов БНТУ, которые здесь присутствуют, которые сегодня, может быть, находятся на занятиях, то, что те выпускники, которые принимали участие в круглых столах первых форумов, на сегодня работают и на достаточно высоких, и, что очень важно, высокооплачиваемых должностях не только в России и в Беларуси, но и в ряде зарубежных стран. Непосредственно в ходе круглых столов, когда обсуждаются тематики, внимательно изучают, как принято говорить, менеджеры, которые прибывают сюда, то, что говорится, то, как говорят студенты и, соответственно, конкурсанты круглых столов, приглашают их для работы, для развития направления уже у себя. Я считаю, конечно, это определенная потеря для БНТУ и для Белоруссии, потому что они бы могли потенциал поднимать здесь, в Республике Беларусь, но это вообще-то и достаточно серьезная рекламная кампания, которая повышает статус как БНТУ, так и образовательной системы Белоруссии и России, потому что я считаю, что это наша совместная работа российско-белорусская. Хотелось бы обратить внимание на следующий момент, коллеги. Значит, нам необходимо в рамках нашей работы, вот мы будем сейчас работать по форуму, сочетать
те необходимые современные технологии, которые должны внедряться в систему высшего образования по системе «Университет 3.0», с теми ценностями, которые мы сохранили в рамках нашего общения в России и в Белоруссии, которые мы сохранили в рамках взаимодействия между вузовской, научной системой наших государств, и не только наших государств, а наших с вами коллег и в братских в свое время республиках Советского Союза, как принято говорить, на сегодня это у нас СНГ, и сохранили тот потенциал взаимодействия. Это очень и очень важно для нашего совместного развития. Поэтому еще раз хотелось бы пожелать успеха в нашей работе. Я убежден, что то, что будет рассматриваться, вы обратите внимание, какая интересная тематика заложена в этом году. Абсолютно новое направление, которое уже на государственном уровне получило статус развития, это направление развития Арктики. Очень непросто работать по этой тематике. Широчайший спектр вопросов, начиная от материаловедения, от вопросов социального обеспечения, вопросов обеспечения тепловлажностного режима, который там функционирует, вопросы создания абсолютно новых видов техники, энергосберегающих технологий, потому что в условиях Арктики очень непросто этого добиться. Это рассматривается. Рассматриваются новые вопросы межвузовского взаимодействия, создание новой структуры, нового университета, который должен позволить, с одной стороны, сохранить тот потенциал, который уже наработан в рамках вузов России и Белоруссии, и сочетать его с самыми современными цифровыми технологиями для того, чтобы быть по-прежнему с точки зрения опережающего направления развития за рубежом и России, и Юго-Восточной Азии, где угодно. Ну и, конечно, общие вопросы научно-технического развития, они неотделимы от этого направления деятельности. Поэтому успеха нашему форуму. Есть определенная уверенность, что если мы также энергично и эффективно будут работать в наших круглых столах, эффективно после того, как пройдет форум, будем внедрять то, что реализовано на сегодня, это позволит в дальнейшем только достичь его развития. Без всяких снижений и без всякого учета той динамики, которая есть у других аналогичных мероприятий. Еще раз большое спасибо и успеха всем нам. Спасибо. Слово для приветствия участников и гостей форума представляется ректору Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева Сергею Михайловичу Дмитриеву. Уважаемый президиум, высокое собрание, дорогие товарищи и друзья! Позвольте от 30-тысячного коллектива Нижегородского государственного технического университета, от Совета ректоров Нижегородской области, от президиума сети ядерного образования «Старнет» приветствовать вас с проведением и началом работы нашей традиционной, но постоянно, как здесь уже динамично растущего форума инженерно-технологических вузов. Здесь уже выступающие коллеги говорили, что достаточно удивительно, что, так сказать, несмотря на седьмую конференцию, седьмой форум, мы видим динамику развития. Сегодня более 50, более 60 вузов участвуют в этом форуме. И тематика форума также разнообразна и в этом году расширена. Я хотел бы уделить особое внимание новой форме управления вузами. Это университеты 3.0, когда наши инновационные университеты должны стать еще и центром предпринимательства. Мы должны учить наших студентов внедрять инновационные разработки уже, так сказать, в производство, в жизнь. Роль нашего Нижегородского технического университета также, я скромно скажу, нельзя здесь преумаливать, поскольку нужно отметить, что наш университет активно взаимодействует с вузами Беларуси, с Белорусским национально-техническим университетом. Здесь уже отмечалось, что мы активно готовим кадры для строящейся белорусской АЭС, переподготавливаем преподавателей, обучаем аспирантов белорусских университетов.
Значит, штаб-квартира группы компаний «Атомстройэкспорт», инжиниринговой компании, находится у нас в Нижнем Новгороде, и наши белорусские студенты, которые приезжают к нам на практику в Нижний Новгород, также могут активно участвовать в работе, проходить переподготовку. Необходимо отметить, что, как уже Алексей Александрович говорил, новым этапом этого форума является тематика, обозначенная как Арктика. Необходимо отметить, что сегодня в городе Мурманске загружается второй реактор, первый в России, первый в мире плавучей атомной станции «Академик Ломоносов», который будет работать в Певеке. И это также вклад нашего университета в развитие и атомной энергетики, и Крайнего Севера. Я хотел бы пожелать участникам форума побед в интеллектуальных боях. Я уверен, что для многих это будет началом нового стартапа. Рад, что вот есть такая положительная динамика. И хотел бы выразить огромную благодарность организаторам форума с белорусской стороны, это Белорусскому национально-техническому университету. И хотел бы особо подчеркнуть вклад союзного государства и руководства союзного государства в постоянное внимание и поддержку этому форуму нашим друзьям Григорию Алексеевичу Рапоту и Алексею Александровичу Кубрину. Надо отметить, что сегодня посол России в Беларуси является Михаил Викторович Бабич, который также прибыл сюда с Нижнего Новгорода. Мы приветствуем Министерство иностранных дел в лице посольства Российской Федерации здесь. Поэтому, дорогие друзья, успехов нам с вами и дальнейшего движения вперед. Спасибо. Спасибо. Слово представляется руководителю аппарата Президиума Национальной академии наук Республики Беларусь Петру Александровичу Витязю. Уважаемый Сергей Васильевич, уважаемый президиум, участники 7-го форума университета инженерно-технологического профиля. Прежде всего, разрешите приветствовать вас от ученых Национальной академии наук и пожелать успеха в развитии не только образования, но и науки и нашего совместного сотрудничества. Я хотел бы отметить, что я только что на прошлой неделе принимал участие в 7-м форуме ученых стран СНГ, который проходил в Ереване, и ученые всех стран активно выступали и говорили, что развитие экономики в настоящее время невозможно без науки, а наука невозможна без подготовки кадров. И наша задача выработать тот союз, который необходим, как это сделать, чтобы и вузы готовили нужных инженеров, и, естественно, академия выполняла свои функции, и союзное государство решало те задачи, которые сегодня поставлены. Поднимался вопрос, прежде всего, поднятия престижа ученого, престижа инженера. Нам нужно тоже об этом задуматься, а престиж будет тогда, когда они будут востребованы и будут давать ту отдачу, которая необходима нашим странам. Говоря о сегодня интеграции и международном сотрудничестве, который сегодня здесь форум посвящен как раз взаимодействию не только России и Беларуси, а форум представлен шире. Поэтому я считаю, что наша задача – надо думать, как развивать международное сотрудничество, выгодное для всех наших стран. Прежде всего, у нас есть союзное государство. Это политический и экономический союз, который позволяет нам интегрировать во всех сферах деятельности. Мы достигли очень многого. И если говорить о Национальной академии наук, которая имеет право быть заказчиком, мы выполнили 14 программ союзного государства, выполняем 5, и сегодня выполняем 5. И у нас 18 программ, которые на стадии оформления. Некоторые из них, мы надеемся, будут подписаны в ближайшее время. Но задача, которую мы ставим, это не просто сегодня выполнять союзные программы, а развивать новую экономику, которая необходима для наших стран и в целом для экономики и для развития и подготовки кадров. Например, я могу сказать, что в рамках союзной программы Роскосмоса мы выполнили 5 программ. Союзно. Выполняем сейчас 1 программу. И надеемся, на 2 программы подходит. Что это дало? Прежде всего, для Белоруссии мы сформировали новую отрасль, космическую отрасль.
который работает сегодня более 4000 человек. У нас имеется 2 спутника на орбите, спутник дистанционного зондирования и спутник связи. У нас сегодня развиваются новые технологии для дистанционного зондирования Земли, которые обслуживают 11 наших ведомств, министерств и, конечно, международное сотрудничество. А сегодня, говоря о цифровой экономике, невозможно без использования информационных технологий ее развивать. Нам нужно иметь систему дистанционного зондирования систематической для различных практических целей, ее обрабатывать и использовать практических целей. Конечно, вот это направление новое для Беларуси, оно невозможно без подготовки кадров, которые сегодня готовятся и в университете, где мы находимся, но и в других вузах нашей республики, и не только в нашей республике, но в целом страны. Мы эту задачу, благодаря этому создана с Россией группировка спутников, которые сегодня, кроме нашего белорусского космического ПУСВ, но настолько было удачное это решение, что, в принципе, существование спутника продлено на 5 лет. Он в 2012 году был запущен с гарантией 5 лет. Мы ее продлили вместе с Роскосмосом еще на 5 лет. То есть это равносильно запуску нового спутника. А это благодаря инженерным кадрам, которые занимаются управлением, получанием информации и поддержкой жизнедеятельности. Поэтому в России запустила еще таких 3 аппарата ПУСВ, и в этом году будет запущено еще 2. Создается группировка и разрабатывается новый спутник, который позволит решать многие задачи. Ну, одновременно прорабатывается в рамках Евразес создание платформы тоже по космическим технологиям, где Казахстан проявляет активность, и мы поддерживаем, чтобы сделать общую группировку. У них имеется 2 спутника, и другие страны. Таким образом, это будет интеграция. И здесь нам нужно объединять не только науку, но и учебный процесс в этом направлении, и подготовки кадров молодежи, чтобы она готовила для новой отрасли, которые необходимы нашим странам. Такой же пример я могу привести по информационным компьютерам, которые созданы тоже с российскими коллегами, и которые занимали неоднократно самое высокое место по мощности этих машин, и сегодня успешно работают и в России, и в Беларуси. Это на базе компьютеров СКИФ. И благодаря этому создан республиканский центр у нас коллективного пользования, где пользуются не только наши институты, но и многие вузы и Россия, коллективный, который позволяет сегодня обрабатывать большие информационные технологии, ну и иметь доступ к этим технологиям. Это направление тоже надо развивать и думать, каким образом надо решать. Я мог бы продлить этот вопрос по другим направлениям. То есть мы формируем новые отрасли, которые сегодня необходимы для решения многих практических задач. Я, пользуясь случаем, что я нахожусь в стенах БНТУ, хочу сказать, я как специалист вырос здесь на кафедре технологии металлов, которая стала потом технологией металлов порошковой металлургии, которая позволила создать объединение порошковой металлургии, которое сегодня обслуживало весь Советский Союз по многим изделиям, ну и сейчас оно занимает достаточно многие направления. Задача как раз высшей школы создавать, поддерживать такие коллективы нового направления, создавать производство, сегодня мало только разработать, ну и выпускать их в жизнь. Вот мы сейчас работаем в объединении порошковой металлургии в Академии наук, успешно развивается, но я здесь говорю почему. Сегодня порошковая металлургия находит второе рождение. Так называемое развитие аддитивных технологий невозможно без изделий, без порошков. В основном она основана на этом. Поэтому задача сегодня, развивая аддитивные технологии, надо создавать производство по получению порошков и создание новых технологий, не получения не только из полимеров, что сегодня освоено, а из керамики, карбидов, нитридов, ну и, естественно, металлических композиционных материалов, и получать не только изделия, а получать узлы, компоненты, двигатели и даже целые машины по этим технологиям. Инженерия поверхности. Поэтому мы вносили предложение, и я еще раз обращаюсь, Сергей Васильевич, к вам официально, что нам нужно кафедру порошковой металлургии назвать порошковой металлургия и аддитивные технологии, и брать специалистов, и мы гарантируем прием всех специалистов в Академию наук и в порошковую металлургию. Такая заявка у вас есть. И это нужно сделать, чтобы следующий набор у нас был. Поэтому, говоря в целом
о развитии союзного государства, о развитии Евразес, о развитии СНГ и в целом международного сотрудничества, мы должны, во-первых, воспитывать молодежь в этом духе на новых технологиях. Для этого нужно тесное взаимодействие вузов по новым направлениям и готовить тех специалистов, которые сегодня нужны. Отбирать талантливую молодежь, объединять их, больше проводить с ними форумов различного рода и поддерживать, но не теряя те школы, которые наработаны, не теряя тех специалистов, которые были созданы, и того потенциала, который был накоплен, мы не должны стесняться во время Советского Союза. Вот сейчас проходил тоже в Ереване одновременно заседание Международной ассоциации Академии наук, который создал, вы знаете, Патон Борис Евгеньевич, который сегодня, вот в ноябре ему исполняется 100 лет, и он президент Академии наук украинской. Жив, здоров, проводит совещания, ну и все мы готовимся праздновать 100 лет Украинской Академии наук и 100 лет Патону, который он будет 5-6 ноября в Киеве проходить. Я говорю это потому, сегодня, что надо поднять престиж не только ученых, но роль Академии наук. Узбекистан принял вот решение по возврату всех институтов, которые были разозданы, обратно под эгиду Академии наук и возлагает на Академию наук функции координации всей науки, которые необходимы. В Ереване отмечалось только что 75 лет в целом у Академии наук. И премьер-министр, и президент, и глава церкви, все говорили о том, что наука должна объединить общество не только с точки зрения развития экономики, но духовности, культуры, сохранения наследственности, которая есть, и, конечно, воспитания молодежи. Поэтому нам с вами очень много стоит задач, и в рамках вот того союзного государства у нас есть межакадемический совет, сопредседателем которого является сегодня вот от Академии наук наш отечественник Пармон, руководитель сибирского отделения, уважаемый Алексей Александрович от Союзного государства и от Национальной академии наук Беларуси. Долгое время был я, но сейчас будет возглавлять Чижик, первый заместитель Чижик Сергей Антонович. И есть также подписанное и созданное в рамках уже правительства совет непосредственно, который возглавляет Миннауки и образования России и наш КНТ, задачей которой вообще отвечать за формирование союзных программ. Там межакадемический совет будет отвечать за фундаментальную науку, которую необходимо развивать в высшей школе, развивать непосредственно в рамках союзных программ и ее выполнять. Поэтому, заканчивая свое выступление, я еще раз хочу призвать всех к сотрудничеству, к пониманию, поддержке. Нам всем работы хватит. И считаю, что белорусский университет, где мы сегодня находимся, является залогом того успеха, как пример развития порошковой индустрии не только, где создаются новые отрасли. Ну а поскольку Сергей Васильевич воспитанник Академии наук, мы считаем, что мы исторически призваны объединить на усилия в решении тех задач, которые стоят и в рамках двухстороннего сотрудничества, и в рамках многостороннего сотрудничества, и в рамках союзного государства, и по другим направлениям. Желаем всем успеха. Спасибо. К микрофону приглашается заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Сергей Сергеевич Щербаков. Я рад приветствовать вас от имени Государственного комитета Республики Беларусь на форуме проектов программ Союзного государства России и Беларуси, 7-м форуме вузов инженерно-технического профиля. Совсем недавно, в начале октября этого года, в Могилеве состоялся 5-й форум регионов Беларуси и России с участием президентов наших стран. На этом форуме обсуждались приоритетные направления развития нашего сотрудничества, в том числе формирование единого научно-технологического пространства союзного государства. Президент Республики Беларусь предложил следующий форум регионов посвятить молодежной тематике, обсудить насущные проблемы и перспективы развития.
Сегодняшний же форум посвящен реализации в союзном государстве программы по формированию и развитию университетов новой формации, университета 3.0. В рамках такого рода университетов вузы будут заниматься не только образованием и наукой, но и продвигать разработки в различные сферы нашей жизни. Важно не только готовить высококвалифицированные кадры, создавать новые знания, но и эффективно их использовать в реальном секторе экономики, повышать конкурентоспособность страны через разработку и внедрение высокотехнологичных и наукоемких инноваций. Как известно, наука уже давно стала производительной силой, результаты деятельности которой оказывают прямое влияние на экономический рост и на научно-технический прогресс. И вот в связи с этим реализация научно-технических программ союзного государства является одной из наиболее эффективных форм научно-технического и инновационного сотрудничества России и Беларуси. Особую роль здесь играют представители научных учреждений и высших учебных учреждений наших стран. Координация проведения научных исследований и разработок на основе научно-технических и инновационных политик наших государств, совершенствование договорно-правовой базы, мониторинг реализации совместных проектов и программ возлагается на комиссию по формированию единого научно-технологического пространства. Работа этой комиссии осуществляется при координации ГКНТ Республики Беларусь и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Сейчас выполняется 8 научно-технических программ союзного государства. 3 из них стартовали в 2017 году. Это спинальные системы, ДНК-идентификация, развитие системы гидрометеорологической безопасности союзного государства. И одна началась в 2018 году. Это Комбикорм-СГ. Сейчас в разработке находится целый ряд новых программ в области высоких технологий. Это разработки и внедрение в производство мобильных волоконных локаторов, систем сенсоров, систем проектирования и производства микросхем, технологий высокопродуктивного сельского хозяйства, а также разработки в области аддитивных технологий и производства современных 3D-принтеров. Для обеих наших стран важно создать все условия, чтобы молодые люди получили качественное образование и возможность честно трудиться. Полагаю, что на форуме состоится конструктивный диалог по всем направлениям взаимодействия, и этот диалог привнесет новую энергию в белорусско-российское научно-техническое и инновационное сотрудничество. Здесь самые большие надежды мы, конечно, возлагаем на молодых, энергичных и креативных, тех, кто готов к открытиям и постоянному поиску нового. Желаю вам успешной и плодотворной работы, оптимизма и удачи. Спасибо за внимание. Спасибо. К микрофону приглашается ректор Ижевского государственного технического университета имени Калашникова Валерий Павлович Грахов. Уважаемые коллеги и друзья, позвольте от имени коллектива Ижевского государственного технического университета имени Михаила Тимофеевича Калашникова приветствовать всех присутствующих в этом зале и поблагодарить организаторов форума за возможность в очередной раз участвовать в его работе. Наш вуз уже не первый год посылает своих представителей на эту международную встречу вузов инженерно-технического профиля и считаем, что взаимодействие технических, технологических вузов в таком формате плодотворно как для развития высшей школы всего союзного государства, так и для каждого вуза нашего сообщества. Тематика этого форума – модель так называемого университета 3.0. Мы все понимаем, что современная высшая школа уже не может заниматься только подготовкой кадров. Это наследство индустриальной культуры середины 20-х годов. 20-го столетия. Университет 3.0 подразумевает создание интегрированной, образовательной, научно-исследовательской и предпринимательской среды и единства системы образования, наука, инновация и коммерциализация. Для наших стран становление этой модели высшей школы актуальная, как уже сегодня многократно говорилось, социально и экономически значимая проблема. Более того, это общемировой тренд, который нельзя игнорировать. Понятно, что трансформация или преобразование университета в агенты развития региона, города, кластеров и целых отраслей, развитие в них технологических и бизнес-компетенций, предпринимательской культуры, компетенций лидерства, наконец, идеологии социального предпринимательства, направленной на решение различных
множественных проблем. Это сложный процесс для каждого отдельного вуза. На этом пути существует множество проблем и барьеров – институциональных, человеческих, ресурсных. Надеюсь, что все это будет предметом экспертного обсуждения на форуме, и всем нам будет чему поучиться друг у друга. Отмечу только, что модель современного университета, о которой мы говорим, принадлежит глобализирующемуся миру, где стеной собственной национальной идентичности отгородиться уже нельзя. И в этом смысле у наших вузов, технических университетов союзного государства есть огромный ресурс. Это возможность взаимодействия и сотрудничества при очевидных бонусах. Наша общая история, территориальное соседство, отсутствие языкового барьера, многолетние экономические и политические связи, ментальность, народная дипломатия и в прошлом даже одни вузовские учебники старшего поколения преподавателей и профессуры. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, в апреле 1977 года по инициативе ректора Ижевского механического института, сейчас академика Российской академии наук Липанова, состоялся первый весенний легкоатлетический пробег студентов и сотрудников Ижевского механического института, посвященный Дню Победы. С тех пор команда легкоатлетов университета каждый год совершала пробеги в один из городов-героев СССР, финишируя 9 мая у памятников воинской славы. Наши студенты были у стен Брестской крепости, в городах-героях Одессе, Киеве, Керчи, Севастополе, Новороссийске, Смоленске, Волгограде, Ленинграде, Москве. К пробегам присоединились ветераны войны и тыла, работники ижевских оборонных предприятий, спортсмены и творческие коллективы нашего города. В 2003 году, забытая в годы перестройки, традиция пробегов ИМИ ИЖГТУ возродилась в новом качестве. Ректоры двух технических университетов, Ижевского государственного и Белорусского национального, предложили организовать первый международный пробег Ижевск-Минск, посвященный общей победе. Международный пробег год от года становился все более масштабным и известным событием. В последние годы он проводился в рамках межправительственного соглашения Республики Беларусь и Удмуртской Республики и в рамках межвузовского договора о сотрудничестве в области образования, научных исследований, культурных и академических обменов. Участники оргкомитета пробега, представители сообщества белорусской культуры в Удмуртской республике «Батьковщина» и Федерации легкой атлетики Удмуртии. Это ежегодное мероприятие для студентов разных стран стало замечательной возможностью не просто познакомиться друг с другом, а лучше узнать героическое прошлое когда-то одной большой страны. Воспитательную, патриотическую составляющую пробега сложно переоценить как для самих студентов, так и для жителей населенных пунктов, где останавливаются делегации пробега. Как правило, студенты становятся и участниками городских и районных мероприятий, приуроченных к празднику. Наконец, эта акция – реальное сотрудничество вузов-партнеров, непосредственное общение студентов, преподавателей и руководителей разных университетов. Нами накоплен значительный опыт организации пробега, от разработки маршрута и программы мероприятий до информационного сопровождения, атрибутики и формы участников. Пробег приобрел свои традиции. Студентов, желающих отправиться в пробег, всегда больше, чем позволяет список делегаций, и участники отбираются на конкурсной основе. Это отличники, ребята, которые зарекомендовали себя в научной, общественной и культурной жизни вузов. В этом году, в 2018, в течение 10 дней команда нашего университета прошла путь по маршруту Малая Пурга, Можга, Алнаши, Чебоксары, Нижний Новгород, где к нам присоединились наши друзья и партнеры, студенты Нижегородского технического университета имени Алексеева, а затем Минск и Брест. У студентов, что называется, горели глаза, и впечатления о пробеге, конечно, останутся с ними на всю сознательную жизнь.
Считаем, что опыт такой патриотической работы с молодежью мог бы стать большим международным проектом для всех вузов союзного государства. Учитывая, что в 2019 году мы будем отмечать столетие Михаилу Тимофеевичу Калашникову, а в 2020 году 75-летие Великой Победы, предлагаем организовать пробег по маршруту Ижевск, Минск, Москва. Старт пробега дать в Ижевске в день рождения Михаила Тимофеевича Калашникова 10 ноября 2019 года, а завершить пробег на Красной площади в Москве в мае 2020 года. Мы готовы представить любую дополнительную информацию и поделиться нашим опытом проведения пробегов, принять активное участие в реализации данного масштабного проекта, который мог бы получить название «Пробега Победы». С удовольствием отметим, что предложение привлечь как можно больше количество вузов и городов в движение «Пробег Победы» высказывали все участники пробега последних лет из Республики Беларусь и России. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я предлагаю и прошу вас всех поддержать нашу инициативу и оказать возможное содействие ее продвижению. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо. Слово представляется первому проректору Белорусского национального технического университета Георгию Александровичу Вершине. Уважаемые участники форума, уважаемые коллеги, наверное, надо поддержать, потому что в 2020 году 100 лет БНТУ. Как раз все хорошо. Конечно, еще раз разрешите выразить всем вам искреннюю благодарность за то, что вы откликнулись на просьбу оргкомитета поучаствовать в этом форуме. Пусть это небольшой секрет, он маленький такой и есть. Мы даже 19 числа ограничили регистрацию. Мы чуть-чуть не выдерживаем динамику интереса научного, интереса социального к проведению данного форума союзного государства. Конечно, при планировании это будет все учитывать, но вырабатывая вот такую тематику форума, мы понимаем, что во всех направлениях отличным не будешь. Какое-то направление сильно сделано в БНТУ, какое-то в Ижевске, какое-то в Горном университете Санкт-Петербурга. Это друг у друга можно поучиться и все самое лучшее взять и сделать действительно те образовательные стандарты, которые будут отражать молодому поколению нашему перспективное будущее, где бы он ни был. В Беларуси, в России, в Германии, в Норвегии и так дальше. Это человек будущего. Из-за этого будет складываться и наша жизнь. Поэтому, конечно, нас очень интересует сама система университета 3.0. Какая она? Она как бы звучит, может 4.0, может 5.0. Но вот здесь и БНТУ хотелось бы своих коллег послушать, и свои внести, потому что на сегодняшний день, если говорить про нормативную базу, ее нет. Каждый по-своему понимает учебные программы, учебные планы, инновационные решения, как их увязать с этим, как это сделать единый органический механизм, когда-то в свое время был построен. Из этого надо взять опыт. Нас очень интересует проект «Арктика», именно наших ученых, для того, чтобы в него можно было войти с любой точки. Научно, если это материаловеды, значит материаловеды, если это автомобилисты, значит автомобилисты. Мы очень заинтересованы в расширении сферы деятельности, особенно в таких, ну скажем, серьезных климатических условиях и температурных бросков, ну скажем так. Для этого и построить и библиотечный комплекс, и информационный комплекс. Все это в едином как бы тренде.
Я очень, конечно, понимаю наших коллег. Этот форум рассматривает и ряд других направлений. Я их сейчас оглашу для того, чтобы было всем понятна методика нашей дальнейшей работы. Но в четверг в этом зале, 25 числа, у нас еще состоится в рамках форума конференция «Политика в условиях глобализации». Мы можем переговорить и о тенденциях развития общества, государства по направлениям. Поэтому я бы хотел прямо сейчас четко, скажем, обозначить так. В 2 часа у нас начинают работать секции. Я бы хотел представить руководителей секций, чтобы все наши гости видели их лицо, знали, с кем можно контактировать. Ну а по программе она у вас на руках есть, и вы с ними познакомьтесь. Итак, у нас первая секция, которая работает, это молодежная секция. Трепачка Виктор Михайлович. Пожалуйста, Виктор Михайлович, поднимитесь, пусть на вас посмотрят. Это то, что у нас в университете сделано очень много и фаблаб проектов, и стартап проектов, в том числе международных. Это человек очень опытный, конечно, можно будет и у него поучиться. Следующая секция – университет 3.0. Соломаха Владимир Леонтьевич. Где наш Владимир Леонтьевич? Я что-то не увидел. А где Владимир Леонтьевич? Проигнорировал? Хотя я лично его предупреждал. Ну, тогда буду решать вопросы я. Следующая секция – актуальное направление развития техники, развития технологий автомобилестроения. Капский Денис Васильевич. Вот он, пожалуйста. В рамках же этой секции будет работать постоянный семинар «Арктика». Руководитель семинара Пантелеенко Федор Иванович. Пока бразды правления будут у Дениса Васильевича, к нему обратитесь, пожалуйста, он все это сделает. Ну и у нас проходит секция «Беларусь в условиях глобализации и интеграции». Возглавляет ее Бабков Владимир Андреевич. Я надеюсь, что он в зале здесь. Нет, наверное, готовится? Нету. Все готовятся. Все готовятся, уже в 2 часа ждут для того, чтобы, по крайней мере, принять наших участников. Очень. Но все места известны, где что. Я хочу только сказать, что мы вас все ждем 25 числа в 17:30 здесь, в актовом зале, на подведении итогов работы форума, в том числе для награждения победителей бизнес-боя. В том числе это мероприятие будет торжественное, и мы покажем возможности нашего технического университета в нашей культурной сфере. Всем участникам будет дан концерт. Не могу не воспользоваться случаем, поскольку это органическое предложение и форума регионов, который состоялся в Могилеве, это деловая уже рабочая обстановка. Хочу вас всех поздравить со столетием в ЛКСМ, пожелать вам крепкого здоровья, успеха, детям, внукам, счастья и мира. Спасибо. Спасибо. Итак, форум проектов программ союзного государства 7-го форума вузов инженерно-технологического профиля открыт и уже начал свою работу. Уважаемые участники и гости, приглашаем вас запечатлеть на фото это знаменательное событие. Насколько оно хорошее, я понимаю, все торопятся, спешит к секциям готовиться. В выступлении Георгия Александровича прозвучала очень интересная мысль, когда он говорил о участии в нашем с вами форуме других вузов. На сегодня, может быть, это будет интересно, поэтому я прошу в проработку это взять руководству всех вузов, которые сегодня принимают участие, и прошу тех руководителей, которых нет, передать им эту мысль. На сегодня структура и подготовки форума такова. У нас есть интегратор, Белорусский национальный технический университет, и есть, соответственно, интегратор с российской стороны. Сегодня такую роль исполняет Нижегородский государственный технический университет.
Но, тем не менее, очень интересная мысль у Георгия Александровича. А действительно, может быть, для того, чтобы нам как раз повышать идеологию форума раз от раза, может быть, пускай при интегрирующей роли и того, и другого вуза, главенствующую, к примеру, направляющую часть вот той тематики, которая будет в следующем году и последующие годы, может быть, возьмет на себя какой-нибудь другой вуз. Для того, чтобы привносить что-то новое. БНТУ свою площадку, как я понимаю, готов предоставлять раз за разом. То есть, если есть что-то интересное в санкт-петербургских вузах, да, в российских вузах, пускай даже в вузах других стран, но есть какая-то интересная, современная тематика, которая была бы нужна и интересна для рассмотрения, вот просьба переговорить с вашим руководством, может быть, попробуем следующий форум по этой схеме провести. Конечно, по согласованию с руководством и БНТУ, и НГТУ, но, может быть, это было бы интереснее. Почему? Все-таки на сегодня все эти 7 лет идеологию, программу и направление обсуждения предлагаются вот этими нашими интеграторами. А может быть, это было бы интереснее. Может быть, та задача, которая формируется в других городах, в других вузах, она была бы более яркой, была бы более привлекательной. Неважно, это Санкт-Петербургский, Ижевский, Казахстанский вуз, не принципиально. Но вот просьба вот эту идею рассмотреть. Извините, что я отнял ваше время, может быть, это будет для нас и выгодно. Со всех точек зрения. Как говорится, 2 головы хорошо, 3 головы лучше, да? Спасибо большое. Итак, уважаемые гости, уважаемые участники форума, мы приглашаем всех вас запечатлеть это знаменательное событие сегодняшнего дня. Мы начали форум на крыльце главного корпуса нашего университета. Спасибо.